Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Вести Брянск». В студии Андрей Маслов. И коротко о главном. Пусковые объекты года. Вы знаете, впечатляет. Очень хорошие результаты, очень хорошая такая кропотливая работа, направленная для людей. Побывавший сегодня с визитом в Брянске заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков оценил, как идут дела на важнейших стройках. Также в ходе рабочей поездки в Брянскую область заместитель полпреда в Центральном федеральном округе посетил ряд строящихся объектов в областном центре. Вместе с губернатором Александром Богомазом, главным федеральным инспектором по Брянской области Леонидом Соломатиным, а также руководителями Брянска, Мурат Зязиков оценил ход строительства транспортной развязки на улице Флотской, Первомайского моста и перинатального центра. На Флотской работы близятся к финалу. Выполнена реконструкция старого полотна, построено более 10 тысяч квадратных метров новой дороги, на 80% заменены троллейбусные опоры. 28 октября завершится первый этап строительства, затем начнется расширение проезжей части. Срок окончания работ – середина ноября. Еще один стратегически важный объект – Первомайский мост, где уже кладут асфальт. Ввод в эксплуатацию первой очереди моста запланирован на 4 ноября. Это еще один из объектов, который строят при солидной финансовой поддержке федерального центра, так же, как строили путепровод в Володарском районе. Также важно не только сколько мы дорог отремонтируем, сколько мы построим, а какое качество этих дорог. То есть то направление или те задачи, которые я ставлю перед своими подчиненными, перед управлением дорог Брянской области, чтобы было как можно дешевле и как можно выше качество. Побывал заместитель полпреда и в новом перинатальном центре первой Брянской городской больницы, где будут оказывать помощь будущим мамам из всех районов области. Здесь практически завершены отделочные работы, смонтирована часть медицинского оборудования. Гости осмотрели просторные и суперсовременные операционные, палаты для будущих рожениц и младенцев, а также зал, где планируется проводить дистанционные консультации с ведущими медицинскими учреждениями страны. Все условия созданы для людей конкретно, для маленького человека, для нашего гражданина России будущего. И вот, честно говоря, очень было приятно. Дороги, конечно, впечатляют, развязки, это здорово. Да? Мы сегодня говорили, что все дороги ведут к людям. И вот это радость людям, прежде всего. Но этот объект, он особенный, он просто неповторимый. И я, например, просто в восторге от этого объекта и того, что здесь будет еще. Завершить все пусконаладочные работы в лечебном учреждении, которое выведет региональную систему родовспоможения на новый уровень, планируют до конца года. Светлана Кузьмина, Сергей Анишкин, Вести.